Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля до 3 мая 2020 года для тельцов. Карта недели, отношения, работа для тельцов, финансы, удача, проблема, совет. Итак, основная карта для тельцов выпадает карта туз пиковый. Эта карта очень часто связана с эмоциями, с настроением и проявлением каких-то своих творческих способностей. Вот эти темы становятся очень важными для тельцов. Если у вас есть какой-то план начать любимое дело превращать в доход, замечательное время для этого. Или, допустим, карта, которая говорит о том, что вам нужно эту неделю сделать такой праздничной, неделей отдыха, неделей расслабления, когда вот вас все устраивает, когда вокруг вас красота, со всеми хорошие отношения. Вот замечательное тоже время для того, чтобы вот таким образом расслабиться, отдохнуть, получить общение достаточно, получить много впечатлений, погулять там на природе, может быть, к реке сходить и так далее. То есть вот замечательное тоже время для этого. Но также эта карта может указывать на перепады в настроении. Если вот будет такое происходить, карта говорит о том, что стоит обязательно на корню это пресекать, иначе будет сложно потом с этим настроением что-то сделать. То есть очень легко впасть в депрессию, очень легко там психовать и делать, в общем, все, о чем потом можно пожалеть. Да? То есть нужно сразу не допускать этих настроений, нужно сразу переключаться. Кроме того, здесь карта, которая говорит о том, что есть возможность такой семейной поддержки, да, когда вас поймут, когда вас выслушают, да, если на душе тяжело, лучше поговорить, лучше сказать как есть, не терпеть, не копить в себе, чтобы потом не было такого всплеска эмоционального. Для отношений, те, кто пока в поиске партнера, дама бубновая говорит о том, что неожиданно может произойти знакомство. Причем это знакомство с человеком может быть довольно-таки влиятельным, или с человеком, с которым сейчас прям вот никак нельзя встретиться, или он далеко, или не позволяют как-то условия, там времени нет или еще что-то такое, да, но пока что нет встречи такой, но этот человек, скорее всего, очень вам понравится, он будет, наверное, очень отличаться от других людей, то есть вам будет хотеться продолжить общение. Но, скорее всего, он такой свободолюбивый, не очень любит серьезных отношений. То есть вот имейте в виду, да, вот насколько вам понравится человек, постарайтесь не слишком уж привязываться на первых порах. Посмотрите, может быть, он не настроен на какие-то длительные отношения. А теперь для тех, у кого есть пара, девятка червовая, карта говорит о том, что здесь могут быть какие-то известия, которые могут вызвать вот бурю эмоций. Это может быть, кстати, и ревность. Это может быть просто какие-то очень яркие эмоции от плюса до минуса. Это и разочарование большое, и счастье большое. В общем, все что-то вот в крайности в какие-то у нас здесь впадаем мы, да. Да, скорее всего, это будет касаться чувств, взаимоотношений. Это будет касаться, может быть, понимания, непонимания друг друга, и какие-то вот могут быть неожиданности, да, то есть нужно быть очень осторожными и как бы немножко морально так себя подготовить к тому, что если что-то узнаете, то, что касается вас двоих, да, то нужно как-то держать свое настроение, как сказать, более в стабильном таком состоянии, потому что, скорее всего, это карта обманчивая, то есть эта ситуация обманчивая, эта новость обманчивая. Скорее всего, потом выяснится, что все совсем не так, как вы подумали, и вам потом будет грустно, да, что вы вспылили, испортили настроение партнеру и так далее, и так далее.
Кроме того, вот эта карта очень часто говорит о каких-то вопросах, связанных с поездками и транспортом. Может быть, вы будете решать какие-то вопросы вот именно по этой теме, но здесь что важно? Так, по транспорту давайте посмотрим. Ну, скорее всего, если вы продаете транспорт, то нужно как можно больше информации об этом распространить, и очень удачно на этой неделе будет продавать, да, то есть сделка может быть прямо на этой же неделе. Если же вы покупаете, то здесь тоже лучше всего использовать, ну, поискать среди знакомых, да, поискать среди тех людей, которым вы доверяете, вот таким вот образом. То есть важный момент, что именно другие люди могут здесь хорошую службу сослужить. Работа. Для тех, кто в поиске работы, семерка трефовая, карта говорит о том, что здесь пока могут быть сложности. Либо вам попадается работа, которая вам совершенно не подходит, не нравится, очень тяжелая, мало денег. Вот, а если как бы вам деньги нужны, конечно, нужно соглашаться на эту работу, да. Если же есть возможность подождать, то будет лучшая работа, будет лучшая оплата. Это, скорее всего, работа будет связана либо с продажами коммерции, либо с какими-то поездками. Да, вот если подождать. Если нет возможности, нужно соглашаться пока на эту, а потом уже перейдете на то, что вам больше подходит. Для тех, у кого есть работа, есть свое дело, кто уже чем-то занят. Десятка червовая выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, вам потребуется помощь друзей, родственников, близких людей в каких-то вот ваших делах. Также карта говорит о том, что, может быть, вам придется работать в этом окружении, да, вот, может быть, дома работать или с друзьями, или там в семье и так далее. В принципе, здесь все неплохо. Так, давайте добавочно посмотрим. Ну, больше всего здесь напрягает то, что вы не можете действовать так, как хотите сами, как считаете нужным, и нужно придерживаться каких-то правил, инструкций, ограничений. Вот как бы в этом проблема. Но зато здесь есть возможность и улучшить свое профессиональное положение. По этой карте очень часто идет как бы такое лояльное отношение начальства к нам, да, если мы сами руководитель, да, то очень хорошо коллектив к нам относится. В общем, такая взаимная поддержка идет, очень это благотворно складывается на рабочем процессе. Кроме того, здесь, если, допустим, вы работаете с клиентами, совершаете какие-то сделки, тоже чем более тепло вы будете относиться к клиентам, тем больше будет пользы от работы, больше будет результата. И, кстати, вот эта база клиентов не новых, а старых, да, с которыми вы уже работали. Лучше вот эту базу поднимать, если вот это для вас вопрос важен. Теперь деньги. Для тех, кто на зарплате, король пиковый выпадает. Карта говорит о том, что могут быть какие-то дотации от государств, да, могут быть какие-то выплаты дополнительные. Эта карта также связана и с зарплатой очень часто, да, может и зарплата будет тоже. И вообще карта у нас начальства, да, руководство, тут уже как они решат, как они захотят, то есть от них будет зависеть. Так, давайте посмотрим дополнительно. Ну, в принципе, да, все у вас здесь налаживается с оплатой. Если, допустим, были какие-то задержки, то все здесь будет уже стабилизироваться. Для тех, у кого свое дело или кто занят бизнесом, король червовый говорит о том, что, скорее всего, здесь будет очень важно заниматься вопросами, связанными с недвижимостью. Это деньги от близких могут приходить. То есть это не только ваши деньги, это деньги, которые зарабатывает там муж, жена, там родители и так далее. То есть как бы общий такой котел, да, то есть вот в финансах не только ваши деньги, но и деньги близких людей. И также, если вы продаете, покупаете недвижимость, тоже вот эти деньги здесь могут оговариваться. Либо если у вас
а бизнес связан с недвижимостью, тоже очень хорошая неделя для этого. Удача недели, девятка пиковая. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы найдете решение, найдете выход какой-то сложной ситуации, поймете, как вам наладить стабильность в финансах, в работе, в отношениях. Эта карта также очень хорошая для того, чтобы как бы чувствовать себя на высоте, да, то есть эта карта очень часто показывает, что у нас поднимается самооценка, мы больше себя уважаем, больше себя любим, мы можем опереться на себя вот в любой ситуации, вот прям на как бы протяжении этой недели будут ситуации, которые вот позволят нам улучшить мнение о себе. Такая как бы основа в нас появится, твердость очень хорошая. Ну и, конечно же, карта говорит о том, что будет вести во всем том, что как бы говорит о нашей стабильности. Да? Это деньги. Если, допустим, есть деньги, кстати, нужно какую-то часть отложить денег для того, чтобы вот чувствовать себя лучше, да? Чтобы было такое как бы чувство защищенности. Проблема девятка трифовая говорит о том, что могут быть из-под тишка какие-то события. То есть люди могут что-то делать вам во вред, обманывать, манипулировать, и здесь нужно быть очень осторожными. Самое главное, чтобы вы сами это не делали, потому что иначе могут быть плохие последствия для вас. Но также карта говорит о том, что возможно, вы слишком привыкли действовать по инструкции и совсем никак не проявляете свою индивидуальность. Это тоже тогда проблема, это тоже плохо. Или, может быть, вы сейчас вот это время, эту неделю хотите посвятить только отдыху и совершенно не работаете. Тоже нельзя. Даже если отдыхаете, нужно все равно как-то какую-то часть времени оставить на деятельность или там на обучение, на повышение профессиональных навыков или еще что-то вот в этом роде. И совет на неделю валет пиковый говорит о том, что пришло время обновляться, и все, что новое приходит в вашу жизнь, вот за это нужно хвататься. Это могут быть новые люди, новые финансовые какие-то шансы, да, это может быть новая работа. Вот за все абсолютно нужно хвататься, но не спешить слишком открываться, да, то есть нужно присматриваться, нужно пробовать. То есть идти такими маленькими шажками, не нужно торопиться. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.